Депутаты предлагают упростить процедуру перевода земель из одной категории в другую. Какой это может дать эффект и как вообще эффективно использовать земельный ресурс? Об этом будем говорить с заведующей отделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований, кандидатом экономических наук Хатуной Шатыпан. У нас в студии. Приветствую вас. Здравствуйте. Но прежде чем мы перейдем к земельному вопросу, мне бы хотелось так коротко с вами поговорить о том, что депутаты все-таки приняли поправки в закон об отсрочке от уплаты НДС. Как вы восприняли? Я помню, что долго экономисты и ЦСИ в том числе бились за то, что нужны поправки в этот закон. Да. Это такая проблема давняя. Сейчас вместе с вами услышала эту новость, и комментировать профессионально не получится, но в целом, если отсрочка будет, это было одно из таких замечаний, да. Ну и кроме этого, по-моему, прозвучало, что освобождается еще и ряд товаров. Ну, это как обычно, такая практика продолжается. И здесь, наверное, вопрос теперь к предпринимателям и механизм, как будет работать. Еще предстоит конкретизировать, понять, о чем именно все-таки поправки. Да, будем надеяться, что если работа идет, продолжится в нужном направлении, и это будет полезно для хозяйствующих субъектов в Абхазии. И главная тема нашего разговора — это земельный ресурс, как эффективно использовать. И вот одна из инициатив депутатов, она связана с тем, чтобы упростить процедуру перевода земель из одной категории в другую. Здесь, конечно же, речь будет идти и о сельскохозяйственных землях. На ваш взгляд, вот такое упрощение процедуры — это эффективный способ использования земли? С одной стороны, земли, не то чтобы бесхозно, не используются по назначению, уже много лет есть такие территории. Может быть, действительно есть смысл их перевести в другую категорию, передать, допустим, под строительство гостиниц. А с другой стороны, мы же должны думать о будущем, о развитии сельского хозяйства. И если сейчас эти земли передать в пользование и под другие нужды, как вы вообще на эту проблему смотрите и к такой инициативе отнеслись? Вот с этой инициативой конкретно я не знакома, не попадалась мне в публичном пространстве. Но здесь я хочу заметить, что вы правы. Сельское хозяйство является традиционной отраслью. Абхазия — это аграрная страна. Она не только у нас ассоциируется. По факту, кто сталкивается и знаком с природно-экономическими ресурсами Абхазии, все понимают, что Абхазия — это аграрная страна. Значит, сельское хозяйство было очень ведущим, скажем так, локомотивом и отраслью специализации. Но потом мы же с вами знаем, какие сложные пошли процессы в экономике, и, конечно, это не могло не коснуться сельского хозяйства. В сельском хозяйстве главным и основным средством производства является земля. И здесь тоже я с вами согласна, сельскохозяйственные угодья, они должны использоваться эффективно. Но на практике, когда не стало хозяйствующих субъектов, то есть предприятий, фирм, реорганизовали или потом были ликвидированы колхозы, совхозы, взамен агрофирмы были, в одно время агрофирмы образовывались, потом это все перешло в общество с ограниченной ответственностью. И это я сейчас говорю об общественном секторе. И так получилось, что в итоге давно общественный сектор настолько сузился, что стали доминировать только личные подсобные хозяйства. То есть это домашнее хозяйство, это наши семьи, скажем, крестьянские в селах Абхазии. Вот они сегодня нам дают 90 с лишним % всей продукции, которая производится в этой отрасли. А вот проблема, что вы говорите, землю надо использовать эффективно, и действительно земли они пустые. Не то, что пустые, здесь я с вами согласна, они заросли бурьяном, уже где-то даже целые леса. В общем, лес надвигается, вместе с ними дикие животные, насекомые, вредители. Это реально, действительно, и они же все это взаимосвязано. Отток населения сельского, особенно молодежи, которая в последнее время тоже стала нарастать. И это очевидно, особенно в Восточной Абхазии, это невозможно не заметить, насколько и у нас есть
данные, наблюдения из соцопросов и данные, которые мы собираем у глав администрации сел Абхазии. То есть это такая, к сожалению, сложная, тяжелая и демографическая. И вообще мы всегда отмечаем в наших исследованиях, что аграрная политика и демографическая политика, они очень-очень взаимосвязаны. И теперь что насчет упрощения процедуры? Мы же с вами... Сельским хозяйством, допустим, не получается сейчас. Государству надо пользу извлечь, перевести, вот, отдать там, допустим, под гостиницу. Мы все с вами, если говорим, что вот кто это говорит, что сельское хозяйство приоритетное, это, да, главная отрасль. Но это должно получить отражение в официальных государственных документах. И таким важным финансовым документом нашей страны является бюджет. Вот мы должны это отметить обязательно, что недостаточное финансирование, да, мизерные объемы финансирования из бюджета, плюс, конечно, много факторов внешних и внутренних, да, которые привели к кризису, и мы не создавали организацию производства, новые формы не были инициированы, я имею в виду со стороны государства. И эти мизерные объемы не дали нам отдачи, и получилось вот 166 человек всего официально статистика показывает работающих в сельском хозяйстве. Эти цифры, наверное, даже не нуждаются в комментариях. Даже для неспециалистов это понятно. Еще лет 10 назад работающих, тоже по статистике, у нас было 1060 человек. Еще лет 10 назад. Но, с другой стороны, данным статистики тоже можно ли вот до конца верить в том смысле, что не все данные просто попадают... которые попали, да, вот здесь я согласна. Данные, которые у них есть, это им можно верить в том, в вашей формулировке, они обрабатывают то, что они получили. Да, но все ли данные они получают? Другой вопрос, у нас нет системы учета людей, которые занимаются личным подсобным хозяйством. И поэтому вот это самозанятое, есть у нас у экономистов такое выражение, они выпали, и они как бы, чтобы было понятно, вот у них же нет трудовых книжек, они же нигде не оформлены, и получается, как будто вот есть наша система учета их не видит. Но это не значит действительно, что в наших селах наши семьи не заняты домашним хозяйством, они сами себя содержат, они воспитывают детей, они также обращаются на рынки, магазины, и это все своим трудом. Хорошего мало, но не так все печально. Вот что мы хотим сказать. Знаете, это наша специфика. Вот то, что так сложилось уже, если мы не будем уходить в прошлое, да, в 20 лет назад, там, 30, и вот этот сложный период, мы вышли к этой специфике. Эту специфику надо менять, да, надо нам создавать организованные, да, это предприятия, которые будут производить сельхозпродукцию. Но вот этой программы, когда нет отсутствия, когда идет мизерное финансирование, просто говорит о том, что сельское хозяйство это важно, это, конечно, не будет. Но с другой стороны, смотрите, кто защищает, допустим, эту идею, они могут сказать: земля сейчас не приносит никакого дохода, сельского хозяйства вот развитого такого у нас нет, но дайте под гостиницу или под какой-то туристический, ну, я, к примеру, говорю, или какой-то еще проект, который быстро окупится, быстро будет платить налоги, там арендные какие-то обязательства будет выполнять. Вы знаете, на наши исследования, когда мы берем, даже специально смотрели, никогда, по-моему, ни одна сессия заседания парламента вообще не проходит без этой повестки. И это не является новым вопросом. Это такой постоянный вопрос повестки. Вы можете посмотреть все их заседания. Там всегда есть в конце, как правило, такой вопрос, как перевести сельскохозяйственную категорию в другую категорию, например, там столько-то гектаров или под строительство, вот как вы говорите, туристических объектов. Тоже этот же процесс идет, и что как наука, как представитель науки, мы сегодня не располагаем, вот лет 20 такой процесс идет,
И это не попадает опять в систему учета. И вот статистика, статистика по данным районов формируется, администрации районов, 397 тысяч гектаров, вот как было площадь сельскохозяйственных угодий лет 15 назад, так и сейчас остается. Хотя мы с вами понимаем, что даже вот эти изменения не попали. То есть даже система учета их не видит. Но с другой стороны, работа над кадастром же идет. Идет, и тоже вот очень затянулось. Это, наверное, у них у самих надо спрашивать. Тоже неоднократно этот вопрос поднимается. Пока отсутствует эта система, нету этого земельного кадастра. Здесь много вопросов опять взаимосвязано. Мы исходим из чего? Конечно, земля должна приносить доход, и это вообще не стоит даже обсуждать, да? Чем больше отдачи, тем лучше, да? Пустые земли абсолютно... вообще природа не любит пустоту. Давайте с этого начнем. Это проблема реальная. Но... долгосрочной перспективе должно быть, да, мы должны обязательно просчитывать государство. Я сейчас говорю как представитель науки со стороны государства, какой должен быть подход. Государственная политика должна заключаться в том, чтобы наиболее эффективно вот в этот промежуток времени, если не получается, то на будущее можно заложить. Это однозначно, этот процесс наверняка как идет, так и будет идти. Но как это связано с тем законом, вот у нас не было закона, а о развитии сельского хозяйства вообще не было. Приняли в марте, только вот в март, еще месяца нету, есть уже месяц, что приняли закон. Вот и в законе, и как требует это методологический наш научный подход, значит, в чем нужно программно-целевой метод. То есть вначале должна быть программа, мы должны с вами видеть, какие земли нужно оставить, какие отрасли будем развивать, что на перспективу, что нельзя категорически трогать, условно. Но есть наверняка какие-то земли, которые нужно даже, но это после инвентаризации, после учета, выстроить вот эту программу. У нас до сих пор, к сожалению, аграрной программы в стране нет в аграрной. Поэтому в том же законе прописали, что не менее 5% должно быть финансирование из республиканского бюджета. Это если переводить на наши деньги, если каждый год менее 1%, то есть в 5 раз увеличивается. То есть если в этом году 100 миллионов было заложено, значит финансирование, мы так понимаем, раз закон вступил в силу, то с 2024 года отрасль будет финансироваться, скажем, в объеме не менее 500 миллионов. Ну и тут, если к этому времени не будут подготовлены опять целевые проекты, вписанные вот в эту общую программу, отдача опять будет нулевая. Вот мы говорим мизерные объемы, но если посмотрим 15 лет, то в отрасль было из бюджета направлено более 1 миллиарда. И отдача вот этой, и почему угасает эта отрасль, потому что они не были, это точечный проект, где-то заработал, где-то какие-то пошли, скажем, факторы форс-мажорные, да, каких-то проектов, а где-то, может, даже и целенаправленно эти деньги были, скажем, не по назначению, или не будем сейчас вот вдаваться в эти подробности, потому что 1 миллиард с лишним, если бы отрасль получила в прямом, и это было бы в рамках программы, то хоть какую-то одну отрасль хотя бы мы могли восстановить. Более того, наши материалы, данные, вот в каждом селу, главе администрации села у нас есть данные, получают ли они вот эти непосредственно, вот эти из 1,5 миллиарда, скажем, которое пришло на развитие села. И вот тут мы выясняем, это имеет у нас какое место, что в системе бюджетной системы Абхазии 2 уровня, да, республиканский и местный. Но вот это местный, это район и город Сухум, и районные. И исключили как отдельную структуру бюджет села. То есть район может получает? И такой механизм. Район, да, через район потом они пишут соответствующие докладные, документы, договора подкладывают. Наверняка потом начинается целая большая работа, чтобы те же самые деньги, допустим, даже на хозяйственные нужды выделить. Поэтому неоднократно озвучивалось, что надо комплексно подходить. И бюджет
надо обязательно апробировать и наверняка внести такие поправки, чтобы уже на уровне села, там же выбираются депутаты местные, они сегодня реально не имеют никаких полномочий. Они и зарплату не получают, и бюджет не утверждают, хотя в законе о местном написано, что они должны утверждать. Они утверждают, ну как это сказать, у них фактически счета нет вот никакого. То есть они сами самостоятельно, если будут распоряжаться. То есть мы за то, чтобы в нашем случае децентрализацию немножко бюджетных мы, наоборот, централизовали, да, и вот, условно, город Сухум вот здесь решает. И проекты, кстати, в средствах массовой информации на местах знают, что можно подавать заявки, проекты проходят вот на эти 100 миллионов, да, но они отбираются здесь, потом согласовываются наверняка в районах, то есть идет этот процесс. Но если это будет не сверху вниз, а вот снизу, как бы скажем, инициативу, да, если вернуть, это вот одна из сторон, как нам видится, как эффективно заработать, использовать и сельскохозяйственные земли, вообще восстановить. В том же законе прописано, что главная цель государственной поддержки этой отрасли является увеличение объемов, да, чтобы мы уменьшили объемы импорта, который на нас очень сильно, на эту отрасль давит, и в итоге она и, скажем, один из важных факторов, почему отрасль оказалась такой неконкурентоспособной, потому что мы не защитились, да, эту отрасль от импорта. И цель, конечно, они в этом же законе, это увеличить конкурентоспособность нашей отрасли, а это без поддержки, да, самой отрасли сельского хозяйства. Поэтому немножко надо разводить эти вопросы. Есть развитие сельского хозяйства и есть и использование вот этих сельскохозяйственных земель. Ну и, конечно, для начала нужно дождаться вообще кадастр, посчитать, сколько у нас запасов, да, и потом уже думать о том, как переводить. Я благодарю вас, да, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо вам. Спасибо. А я напомню о том, как эффективно использовать земельный ресурс. Мы говорили с заведующей отделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований, кандидатом экономических наук Хатуной Шатыпа. Такие были обстоятельства. Мы рассказали